2020 год – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На празднике, посвященном 70-й годовщине открытия Дивонской нефти, ведущие сказали, что я самая богатая, ведь прадед подарил мне город. Я заинтересовалась историей моей семьи, связанной с событиями Великой Отечественной войны и историей основания города. Таким образом, была определена тема моей исследовательской работы. Из одного металла льют, медаль за бой, медаль за труд. Так как детям сегодня нужна помощь в проектировании личного будущего и понимании того, как их конкретный результат профессии и жизни становится частью большого общественного дела, то моя исследовательская работа актуальна. Цель работы – определить связь моей семьи с событиями Великой Отечественной войны. Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи. Мною была выдвинута гипотеза. Вероятно, героическое прошлое моих родственников, ветераны Великой Отечественной войны и нефтяника, труженика тыла, связано с историей моей страны, моего города. В декабре прошлого года я побывала в Московском музее Победы на Поклонной горе. Там на одной из стен сменяли друг другу фотографии фронтовиков. Звучала песня «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Я вспомнила рассказы бабушки о ее дяде Сергее Гордеевиче Назарове. Его призвали в армию в январе 43-го года. Шел ему 18-й год. На Украине при освобождении Пятихаток Сергей был ранен. После выздоровления направили его в танковую школу. В марте 44-го в составе экипажа на заводе в Нижнем Тагиле сел за рычаги Т-34. В первом танковом бою 20 августа 44-го при ликвидации Яско-Кишиневской группировки прямым попаданием снаряда убит радист. Погиб экипаж. Сергей очнулся в госпитале. Врачи вернули зрение и слух. Потерял он и второй экипаж. Без танка, находясь в пехоте, Сергей освобождал Курск, Орел, Харьков, Полтаву, форсировал Днепр. Третья машина оказалась счастливой. Воевал он в 5-й дивизии 6-й гвардейской танковой армии, которой командовал генерал Кравченко. В боях 6-ю армию сменяла 3-я танковая армия генерала Рыбалка. За взятие Будапешта Сергей был награжден орденом славы 3-й степени. К озеру Балатон немцы подтянули 11 танковых дивизий, чтобы как-то остановить русских, но танкисты Кравченко и Рыбалка окружили и разбили группировку. После взятия Вены танковые армии повернули на Прагу. Еще 13 дней после капитуляции Германии танкисты вели бои за Прагу. Здесь и был награжден механик-водитель сержант Назаров орденом славы 2-й степени. Полки 5-й дивизии 6-й танковой армии срочно грузились на платформы и уезжали на Дальний Восток. В Монголии армия пошла на восток на Халкин-Гол. Форсировали горный хребет Большого Хингана, взяли города Мукден, Дайран, Порт-Артур. После окончания боевых операций старших сержантов, машинистов, водителей Василия Христенко и Сергея Назарова командование дивизии представило к награждению ордену славы 1-й степени. Много лет спустя Назаров узнал из телепередачи, что Христенко орден получил, а он все ждет, надеется, что, возможно, награда его найдет. 7 лет прослужил старший сержант Сергей Назаров, прошел 7 государств Европы и Азии, награжден 3 орденами и 16 медалями. Но среди высших наград, похвальных листов, есть благодарность, которую объявил верховный главнокомандующий генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. Только в апреле 50-го года Назаров вернулся домой. В мирные годы Сергей Гордеевич работал в ОЦЗПО. В 1975 году, в Днем Победы, его поздравил министр обороны Гречко. Сергей Гордеевич не стало 26 марта 1999 года. Я восхищаюсь его ратными подвигами. Но где-то блуждает еще одна награда – Орден Славы 1-й степени. Мы постараемся его отыскать. Во время Великой Отечественной войны борьба за мирную жизнь шла не только на полях сражений, но и в тылу. Я правнучка Андреашина Василия Никитовича. Во время Великой Отечественной войны, опасаясь захвата нефтяных месторождений Баку, правительство выделило последние средства из бюджета на поиск альтернативного месторождения. По расчетам академика Губкина, в Башкирии должны залегать большие запасы нефти. В бригаде прадедов в феврале 1944 года было поручено начать бурение знаменитой скважины номер 100 у подножия горы Нарештау. И вот, 26 сентября 1944 года на знаменитой 100-й скважине, пробуренной бригадами мастеров Андреашина и Трипольского, ударил мощный фонтан Дивонской нефти. Ее суточный дебит в 250 тонн превысил суммарную добычу всех 57 действующих к тому времени скважин. Эта нефть помогла приблизить победу в Великой Отечественной войне.
37 лет жизни отдал прадед бурению. За свой труд он награжден орденом Трудового Красного Знамени, знаком отличия соцсоревнования РСФСР. Ему присвоено звание «Почетный нефтяник СССР». А скважина номер 100 стала историческим памятником как скважина миллионерши, давшая начало строительству города Октябрьского. 5 апреля 1946 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Нефтяников, насчитывающий в то время 14 тысяч жителей, был преображен в город Октябрьский. И сегодня Октябрьский – это красивый и современный город, занимает более 9 тысяч гектаров. В городе проживает 115 тысяч жителей, более 50 национальностей. В честь огромных заслуг ветеранов-первопроходцев на Советской площади установлен монумент стела первопроходцам города. В их именами названы 30 улиц в городе. Есть в нашем городе улица бурового мастера Андреяшина. Интересный факт. Знаменитый художник РБ Рашид Нурмухамедов нарисовал свою знаменитую картину «Буровик». На картине «Мой прадед». Художник прислал прадеду приглашение с личной подписью на открытие выставки своих работ. На приглашение репродукция картины «Буровик». Оригинал приглашения мы нашли в семейном архиве. А сама картина, полотно более 2 метров высотой, хранится в запасниках городского музея. В ходе работы я провела опрос шестиклассников. Знаете ли вы, кем были ваши прадеды? Оказалось, что всего лишь 10% шестиклассников знают хоть что-то о прадедах. Опросив тех, кто знает что-то о прадедах, оказалось, что 95% участники Великой Отечественной войны, 3% труженики тыла. И результаты анкеты об истории города не порадовали. Тогда мы с учителем решили провести классные часы с днем рождения любимый город, и они ковали победу. Затем одноклассники снова заполнили анкету. Сравнительный анализ показал значительное улучшение результатов. В ходе работы я пришла к выводу, наша гипотеза нашла свое подтверждение в данном исследовании. Героическое прошлое моих родственников, ветерана Великой Отечественной войны и нефтяника-труженика тыла, связано с историей моей страны, моего города. Наш город возник благодаря трудовой доблести первооткрывателя Девонской нефти. Весь собранный материал я разместила на своем сайте «Мой родной Башкортостан» в разделе «Они ковали победу» и в 2 книгах-альбомах «История нашей победы». Мою работу можно продолжить, изучить биографию других членов семьи. Мне хочется вспомнить русскую народную пословицу «Добрая слава отца много лет служит сыну». Нам достался великий жизненный опыт, великие традиции, прекрасный город. Наша задача не растерять, а заполнить их своими делами, дать возможность нашим потомкам гордиться нами через много лет. Не зря назвали нефтяными королями тех, кто, забыв уют и сон, бурил и днями, и ночами богатый золотом Дивон. Ведь для того Россия в час военный в броню одела этих королей, чтобы набухли нефтяные вены, чтобы стала Родина сильней. Ведь ваша нефть водила танки, без нефти тиграм не гореть. В солдатской гильзе зажигалки плескалась тоже ваша нефть. Горжусь и я, что прадед мой не безымян. Среди дивонских королевских кланов, таких как Салов, Куприянов, Михайлов, Зотов и Слепян. Спасибо за внимание.